Приветствую вас, уважаемые зрители канала культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Меня зовут Айджангал, я гид 2018 года. Сегодня я с удовольствием проведу для вас рубрику «Полезно, интересно, коротко» и расскажу вам о достопримечательностях нашего любимого Кыргызстана. Конечно, рассказать обо всем в одном коротком видео невозможно, поэтому давайте обозначим, что это будут самые крупные жемчужины в короне. И не будем упоминать озеро Исыкуль и Арсланбаб, так как о них вы уже слышали в наших других роликах. Итак, первая достопримечательность, о которой я хочу вам рассказать, это Сулайман-Тоо. Гора представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый с запада на восток. Его длина составляет около 1140 метров, а ширина 560 метров. Она издревле имела сакральное значение, о чем свидетельствуют сохранившиеся петроглифы и записи ученых разных времен. До XVI века гора называлась Баракух, затем, вплоть до XX века, Тахты-Сулейман. На вершине данной горы находится мечеть Тахты-Сулайман, которая была взорвана в 1963 году и затем восстановлена по сохранившимся материалам в 1991 году. Причем жители сами же приносили остатки кирпичей и камней, которые сохранили после взрыва. Также здесь находится мечеть Рават Абдуллахана XVI века, памятник XVIII века, здание Ходжа, пещеры Тепе-Үңкүр и Чаккатамар. Сулайман-Тоо была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующая достопримечательность – Жетыгус, или скалы семи быков. Живописное горное ущелье в 28 километрах на западе от города Каракол на южном берегу Исыкуля. Свое название Жетыгус получило от цепочки выветренных скал красного цвета, напоминающих лежащих на земле быков и являющихся визитной карточкой данного ущелья. Здесь же находится скала Разбитое сердце, перед которой фотографируются влюбленные. В ущелье на высоте 2200 метров расположена здравница Жетыгус, известная своими лечебными геотермальными источниками. Далее третья достопримечательность – озеро Сарачелек. Является живописным высокогорным озером. Оно располагается на западе Кыргызской республики в 500 километрах от Бишкека и находится на территории Сарачелекского заповедника. Озеро Сарачелек представляет собой интересную достопримечательность Чаткальского хребта. Протяженность его составляет 7,5 километров и находится на высоте 1940 метров над уровнем моря. Десятки ручьев наполняют озеро, сбегая из окружающих озеро ущелий. Очень крутые и отвесные берега, резко обрываясь, погружаются в глубину и местами достигает 234 метра. Кстати, Сарачелек занимает 3-е место по глубине в Средней Азии. Следующая достопримечательность и еще одно озеро – Сунколь. Является очень красивым озером Тиньшанских гор. Его название Сунколь в переводе на русский язык обозначает «последнее озеро». Оно располагается на высоте 3016 метров над уровнем моря в огромной котловине между хребтами Сункуль-Тау и Малдатау, что на северо-западе Нарынской области. Озеро Сунколь является самым крупным естественным пресноводным водоемом Кыргызстана. Теперь давайте немного расскажу о рукотворных достопримечательностях. И одна из них – башня Бурана. Кыргызстан в середине X века входил в состав государства караханидов. Это было очень сильное государство, которое способствовало развитию торговли,
строительства, построению новых городов, и к таким новым городам относился и Баласагун, Буранинское городище. Руины его находятся в 12 километрах от города Токмак. Сохранились остатки построек различного назначения. На востоке центральных развалин городища находится башня Бурана. Этот минарет из жженного кирпича является одним из выдающихся сооружений архитектуры Средней Азии в X-XI веках. Следующий уникальный архитектурный памятник называется Ташрабад. Он расположен в ущелье Каракоюн на Рынской области на высоте 3200 метров над уровнем моря. Ташрабад является одним из главных архитектурных достопримечательностей Кыргызстана, датированная 15 веком. В Средневековье на Великом Шелковом пути крепость Ташрабад выполняла функцию караван-сарая. Он находился на торговом пути в те далекие времена, связывая Чуйскую и Ферганскую долину с Кашгаром. Ученые по-разному определяли культурную составляющую данного комплекса и его назначение. Некоторые считали, что Ташрабад относится к эпохе позднего Средневековья, а другие же говорили, что это развалины христианского несторианского монастыря, построенные в X-XI веке. Для охотников и скотоводов эта каменная постройка была очень необычным сооружением, и с ней связывали разные старинные легенды. На этом у меня все, уважаемые зрители. Очень интересно знать, были ли вы в этих живописных местах. Если нет, то планируете ли вы посетить? Пишите свои ответы в комментариях. До новых встреч и всего самого доброго.